Республиканский семинар – это всегда большое событие. Здесь руководители и представители школ, учреждений дополнительного образования, педагоги, организаторы, вожатые, учителя и воспитатели. Те, чья работа – это развитие и воспитание детей. А все дети, как известно, разные, впрочем, как и регионы страны. В нашем хватает своих особенностей. Регион непростой с точки зрения того, что даже если сравнивать с Петербургом, очень большая сосредоточенность школы очень разные. Есть школы большие, городские, есть школы небольшие, сельские. И одна из задач семинара заключается в том, чтобы найти общие векторы развития как для больших школ, которые находятся в городах, так и для небольших сельских. В целом перспективы очень хорошие, потому что все во многом зависит от педагогов, и педагоги очень мотивированные. Именно благодаря педагогам в развитии российского движения школьников Коми в десятке лучших по стране. Наши дети стабильно занимают места на всероссийских конкурсах, причем участие в организации полезно не только для детей, но и для их наставников. Те инициативы, которые предлагает РДШ для детей и для взрослых, они не имеют аналогов до РДШ. И никогда для молодых педагогов, реализующих направление активности, не проводились семинары в различных городах. В прошлом году в Кисловодске наши педагоги ездили, в этом году в Иркутске, скоро будет в Петербурге. И большое количество событий проводится на федеральном уровне, и активность детей поощряется участием на федеральном уровне. Семинар четырехдневный проводится не только для обмена опытом, но и для разработки стратегии развития движения во всем регионе. Федеральную до 2021 года примут уже в этом декабре, и регион должен ей соответствовать. Причем сразу по всем 4 направлениям. Первый блок, он связан с управлением работой организации, с управлением воспитательным процессом, так как все-таки российское движение школьников – это составная часть воспитательной системы всей Российской Федерации. Второе направление стратегии, оно связано с социализацией подрастающего поколения, а третье – с подготовкой кадров, а четвертое связано, пусть это, может быть, кому-то кажется, звучит несовременно, может быть, не актуально, но оно связано с некой идеологией, то есть кого мы хотим воспитать средствами нашей организации. Впрочем, начинается движение все равно с педагога. Еще не все они задействованы, но кураторы РДШ в Коми надеются, что за отчетами, проверкой контрольных и ежедневной рутиной хватит времени рассказывать детям о российском движении школьников. Ну а федеральный центр, судя по всему, всегда будет готов к диалогу. Евгений Стокас, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.